Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Муфтий Баруди. Как доказать властям благонамеренность мусульман? Создание первого исламского университета в царской России. Встреча со Сталиным. Я далек от мысли роптать на Бога, пославшего мне такое тяжкое испытание. Галимзян Баруди. На детях знаменитости талант отдыхает. Эта известная поговорка совершенно неприменима к семье Галеевых. Здесь уместней другая пословица «яблоко от яблони». Но для того, чтобы в полной мере проявилась способность детей, им, видимо, следует заняться делом, отличным от того, что принесло славу и успех его родителям. Да, весьма вероятно, что без помощи отца Мухаммедзяна Галеева, знаменитого казанского торговца и общественного деятеля, талантливый реформатор и богослов Галимзян Баруди мог бы и не состояться. Мало того, что Галеев был одним из самых удачливых купцов Казани и состоял членом учетного комитета сразу в 5 банках, он еще 30 лет без перерыва исполнял обязанности гласного городской думы и имел кучу других общественных обязанностей. О его несомненном авторитете говорит хотя бы такой факт. Галеева трижды делегировали в Санкт-Петербург на церемонию восшествия на престол, бракосочетания и священного коронования императора России Николая II. Понятно, что такой именитый отец был способен обеспечить поддержку своим отпрыскам практически в любой сфере деятельности. По стопам отца пошел лишь один из 4 сыновей. Остальные избрали тернистый путь духовного служения, на котором особенно далеко и заметно продвинулся старший сын Галимзян. Галимзян родился в деревне, но детство его прошло в Казани, неподалеку от порохового завода, где на улице Тихвинской отец выстроил роскошный особняк. Отсюда и псевдоним Галимзяна Галеева Баруди, что по-арабски означает «пороховой». В 1862 году 5-летний мальчик поступает учиться в самое престижное в Казани медресе Карамия, больше известное как Апанаевское, по фамилии выстроившего его купца. Учебное заведение было, как бы сейчас сказали, элитарным. Поступить туда удавалось не каждому. В Карамии преподавали знаменитые ученые-теологи, получившие образование в крупнейших учебных мусульманских центрах Аравии и Египта. Шакирт оказался талантливым. Быстро выучив арабский, он вскоре и сам стал преподавать. Но без высшего теософского образования, которое дети богатых казанцев получали, как правило, в бухарском медресе «Мир Араб», стать признанным авторитетом в богословской сфере было невозможно. Как и другой знаменитый религиозный реформатор Марджани, которого Баруди считал своим учителем, Галимзян привез из Средней Азии целый сундук редких книг. Незадолго до смерти священнослужитель передал их вместе с огромной библиотекой отца в Казанский университет. Эти сокровища составили основу Восточного фонда научной библиотеки Казанского государственного университета имени Лобачевского. Отец ждал сына с нетерпением. И в 1883 году по проекту архитектора Ермолова выстроил одноэтажное кирпичное здание, ныне дом номер 34 на улице Тукаевской, где разместилась знаменитая медресе Мухаммадия. Потом оно достраивалось еще в течение 18 лет, обрастало новыми корпусами и учебными аудиториями. По сути, это был первый в России мусульманский университет, где наряду с теологическими предметами преподавались и светские дисциплины. Но добиться этого было очень непросто.
Первые 4 года были самыми сложными. Косность казанских мул не позволяла преподавать в духовных учебных заведениях светские дисциплины. Баруди отправился в хадж и длительное путешествие в мусульманские страны – Турцию, Египет, Аравию – с целью изучить на месте преимущества и недостатки исламского мира. Выводы были неутешительными. Прогресс без приобщения к достижениям мировой цивилизации казался невозможным. Как и другие религиозные реформаторы, Галимзян Хазрат причины, заведшие мусульманское сообщество в экономический и духовный застой, видел в неверной трактовке коранических принципов. Сложная философская проблема предопределения человеческих судеб рассматривалась как элементарный фатализм и приводила людей к пассивности. Как учили мусульманские богословы, все, что с нами было и будет, записано на вечной скрижали, и чернила уже высохли, то есть изменить ничего нельзя. Христианская реформация сумела преодолеть эту средневековую монотонность бытия. Новая этика, утверждавшая, что земной успех человека свидетельствует о его богоугодности и богоизбранности, звала к динамизму и активности. Нечто похожее пытались совершить и казанские реформаторы-джадиды. В 1891 году в медресе Мухаммадия перешли к новому звуковому методу обучения чтению и письму, причем новометодную азбуку Баруди написал сам. Курс обучения в медресе длился 14 лет. Впервые были введены светские дисциплины – арабский, турецкий, русский языки, математика, физика, география, психология, история России и тюркских народов. Историку Амирханову удалось выяснить, что в Мухаммадии преподавали известные в то время преподаватели. Курс медицины и гигиены читал доктор Терегулов, правоведение юрист Алкин, политическую историю публицист Ахчура. Трудно представить, но в медресе царил дух свобода мысли. Шакирды создавали свои общества, выпускали рукописные журналы и даже ставили спектакли, что никак не вписывалось в традиции других мусульманских учебных заведений. В Мухаммадии обучалось около 500 шакирдов, студентов, и преподавали 20 мугалимов, учителей. Здесь формировался весь цвет татарской интеллигенции конца XIX – начала XX веков. Отношение к Галимзян Хазрату было неоднозначным. Он постоянно лавировал между несколькими огнями, кем его только не называли: потомственным почетным гражданином, татарским гапоном, еретиком, истинным мусульманином, предателем нации, выдающимся ученым, педагогом, просветителем. Его дважды приговаривали к смерти. Первый раз в 1898 году фанатики, упорно державшиеся за старые каноны и выступавшие против реформ Баруди. Во второй, в 1905 году, его собственные шакирды за то, что достопочтенный мугалим позволил себе участвовать в манифестации, поддержавшей правящего монарха. И все же доносы сделали свое дело. Казанский губернатор Стрижевский 16 февраля 1908 года на донесение полковника Калина наложил резолюцию: возбудить ходатайство о высылке муллы Апанаева, братьев Галеевых и купеческого сына Казакова под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на 3 года. Министру внутренних дел России доложили о раскрытии опасного заговора панисламистов. Хотя, как потом выяснилось, дело было сшито белыми нитками. Но министр не стал разбираться. Правда, он несколько изменил решение губернатора, отправил Баруди не в Архангельск, а в Вологду, и не на 3 года, а на 2.
а потом и вовсе разрешил выехать за границу. Так Галимджан Хазрат почти всю свою ссылку провел в Дамаске и Бейруте. Любопытно, что, вернувшись в Казань, Баруди написал письмо казанскому губернатору, поскольку опять начались преследования по ложным доносам, исходившим, кстати, от своих же братьев-мусульман. Братьев-мусульман тут нужно взять в кавычки. Вот некоторые строчки из этого пространного послания, которое нельзя читать без внутреннего содрогания. «Я далек от мысли роптать на Бога», – писал Баруди, – «пославшего мне такое тяжкое испытание. Я перенес его со смирением, но оно оставило, независимо от моей воли, горькое сознание двух вещей. Во-первых, сознание того, как трудно доказать правительству всю благонамеренность мусульманского населения, относительно которого существует еще такое досадное предубеждение. Второе касается лично меня. Свои 50 лет я провел исключительно за книгами, пренебрегая торговым занятием своего отца. Я хотел остаток дней своих до последнего вздоха опять посвятить этому великому делу просвещения своих братьев и тем заслужить милосердие моего Бога в будущей моей жизни. Хотелось уйти из мира с приятным осознанием исполненного долга перед всемогущим Аллахом и людьми». Конец письма. Отрывка из письма. Желание Галимджана Хазрата сбылось. Действительно, весь остаток жизни он отдал просвещению народа. В 1917 году он стал муфтием Оренбургского Магометанского духовного собрания. Заметим, что верховный муфтий России впервые не назначался императором, а избирался на свободных выборах. Баруди удалось опередить 4 достойнейших кандидатов, среди которых были такие авторитеты татарского мира, как Максуди, Габиши, Бегиев и Буби. Муфтием Баруди прослужил 4 года. В 1921 году, во время страшного голода на Волге, он поехал в Москву и обратился за помощью к Сталину, который тогда ведал национальными вопросами. Сталин тепло принял делегацию из Казани и заверил, что помощь бывшим колониальным народам – первостепенная задача коммунистов. Но удостовериться в том Баруди не смог. На следующий день он неожиданно заболел и умер, не дожив 1 года до возраста пророка. А возрастом пророка, как известно, считается 63 года. Баруди же было, когда он умер, только 62. Узнав о случившемся, Сталин распорядился, чтобы выделили 2 специальных вагона для немедленной доставки тела умершего Хазрата в Казань. Провожать его приехали консулы Турции, Ирана и Афганистана, а в Казани спецсостав встречала большая толпа мусульман. Прощальную молитву прочитали в доме Галеевых, после чего муфтий был похоронен на кладбище Новотатарской слободы города Казани. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.